Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в выпуске. В Сухуми открылся медиацентр МИД Абхазии. В церемонии открытия принял участие президент Аслан Джани, а также главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симонян и режиссер Тигран Гиасаян. Полностью заменена кровля республиканской детской больницы, а также закуплено оборудование для операционного блока. В Русском театре драмы очередная премьера, спектакль «Метод» по мотивам знаменитой пьесы современного испанского драматурга Жорди Галсерана. Юные футболисты Абхазии показали отличные результаты на турнире «Кубок будущих легенд», который прошел в Сочи. Президент Абхазии Аслан Джани встретился с главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симонян и ее супругом, режиссером и телеведущим Тиграном Гиасаяном, которые прибыли в республику для участия в открытии пресс-центра МИД. Маргарита Симонян поблагодарила президента за теплый прием и отметила, что с Абхазией ее многое связывает, так как корни ее бабушки отсюда и до сих пор много родственников живет здесь. Симонян поблагодарила граждан республики за помощь, которую оказывает Абхазия в российской спецоперации на Украине. В ходе встречи Аслан Джани отметил важность открытия медиацентра МИД и рассказал о взаимоотношениях Абхазии и России. Здесь знают, любят, знают как справедливого человека, как человека, который доносит правду, какая бы она ни была. Я еще раз хочу вас поприветствовать. В моей практике это впервые, когда в рамках одной семьи два выдающихся человека я принимаю, поэтому для меня это особенный день. Рад, если вы чаще будете бывать у нас здесь, в Абхазии. Мероприятие сегодня, которое мы с вами посетим, для нас тоже является очень важным, потому как информационное обеспечение процессов, правильное обеспечение процессов – это половина успеха. Тяжелые времена мы переживали вместе с Абхазией всегда. Очень волновались, переживали за судьбу вашего государства, стремились к тому, чтобы это стало государством, чтобы вы обрели желанную независимость, за которой было пролито столько крови, и погибло столько людей. Потом, когда гилаевцы зашли в Кадурское ущелье, помните, в начале 2001 году я здесь работала все это время, что они здесь были, выезжали в Кадур, и тоже были в разных переделках, и очень переживали о том, когда же это все закончится. Сейчас мы приехали, и мы видим эту цветущую страну, на мой вкус красивейшую просто в мире, много где бывали с Тиганом, да, но здесь мало того, что она такая красивая, бесподобная, вот сейчас мы едем, март месяц, магнолия Суланджа по всему центру Сухуми уже распустилась, расцвела, такая красота. Но еще и это такие воспоминания, знаете, мы сейчас успели прогуляться по набережной, и действительно люди нас узнают, благодарят, подходят, фотографируются. Укрепление позиции Абхазии в сфере международной информационной политики. С такой целью в Сухуми открылся медиацентр МИД Абхазии. В торжественной церемонии открытия центра принял участие президент Аслан Джани, а также специально прибывший в республику главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симонян и режиссер и телеведущий Тигран Гиасаян. В мероприятии также участвовали представители посольства России, Приднестровья и Южной Осетии в Абхазии. Многофункциональный медиацентр – это новая информационная площадка, на которой будут проходить мероприятия, связанные с внешнеполитической деятельностью республики. Его основная задача заключается в укреплении позиции нашей страны в сфере международной информационной политики. В этом меняющемся мире, как мы понимаем, роль информации имеет еще большее значение. Мы вместе с нашими коллегами из Российской Федерации очень надеемся эту работу активизировать, чтобы, скажем так, значимость Абхазии была еще больше. В этом помещении будем проводить важные мероприятия. И более подробно наши коллеги сегодня расскажут о технологиях конкретных нашей работы. Но самое главное – это вот активизация информационной политики Республики Абхазия. Сотрудники центра будут заниматься мониторингом информации об Абхазии, формировать информационно-аналитический контент, рассылать информацию в крупнейшие СМИ, а также работать в социальных сетях. Грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания нашей страны, укрепления ее позитивного международного имиджа. В этой связи открытие медиацентра
имеет серьезное значение и будет способствовать решению тех задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Важно и необходимо активно работать в сфере международной информационной политики. Убежден, что при правильном подходе все получится. Желаю успехов и надеюсь на то, что с момента открытия медиацентра образ нашей страны будет доводиться до зрителей, для большой аудитории в более позитивном плане. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симонян отметила, что Абхазия нуждается в том, чтобы люди узнали, насколько это красивый уголок земли. А если понадобится поддержка в налаживании работы медиацентра, то мы с радостью поможем, добавила она. Мы много чего видели в жизни, но такой, конечно, красоты и радушия, как в Абхазии, почти нигде нельзя увидеть. Мы будем счастливы принимать участие в том, чтобы рассказать об этом всем. Россияне должны это знать, россияне должны приезжать, наслаждаться этим. И надеюсь, через год-два, когда вы в полную силу раскрутитесь, увидеть плоды ваших трудов, чтобы о красотах, гостеприимстве, радушии и величии Абхазии знали все. Российский режиссер Тигран Кеосаян поздравил МИД с открытием медиацентра, отмечая необходимость распространения информации об Абхазии. Нам, советским людям, рассказывать, что такое Абхазия, не надо. Это часть нашей жизни. Я вспомнил, что последний раз именно в Сухуми, в Гаграх был позже, я был в 1979 году. Прогулявшись по набережной, я почувствовал себя как в детстве. Значит, что-то родное осталось. Но речь-то не о моем поколении, а речь о других, о юных, о молодых, о не родившихся еще, которым надо рассказывать, что мы часть одной культуры, что мы часть одного пространства. Поздравительные видеообращения по случаю открытия медиацентра МИД Абхазии поступили из разных стран, где есть представители нашей страны. Сегодня всем нам приходится противостоять стихии фейковых новостей. Это непростой период, который иначе как информационная война не назвать. И мы своими глазами, практически в режиме онлайн, видим, какие катастрофические последствия могут быть от манипуляции общественным мнением. Уверен, работа медиацентра станет источником точной, выверенной, взвешенной, а главное, объективной информации. Медиацентр создан при поддержке платформы «Будущее Абхазии». Работу будет координировать министр иностранных дел Инала Арзенба. Центр будет работать при поддержке Департамента информации и печати МИД России. Сария Кварацхеля, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. К ситуации на Украине Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин по итогам очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, прошедшего в Стамбуле. По словам Фомина, решение связано с тем, что переговоры о подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал прошедшую встречу конструктивной и содержательной. И отметил, что Россия получила от Украины понятно сформулированную позицию. Эти предложения будут рассмотрены президентом Путиным в ближайшее время. По словам главы российской переговорной группы, Россия сделает 2 шага навстречу Киеву по деэскалации конфликта. Один будет военным, другой политическим. Шаг в военной сфере – кардинальное сокращение военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В политическая возможность встречи Путина и Зеленского, чтобы лидеры государств могли обсудить нюансы. Мединский подчеркнул, что эти предложения не распространяются на территории Донбасса и Крыма, а также добавил, что Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Кроме того, в рамках предложения указано, что Украина становится постоянно нейтральным, внеблоковым безъядерным государством. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатов в депутаты парламента Абхазии Леонида Лакербая по избирательному округу номер 18 Гудаузский. Первым повторные выборы по данному округу состоятся 14 мая. Напомним, что 12 марта в округе номер 18 выборы не состоялись из-за того, что ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил республиканскую детскую больницу. Министр осмотрел ход ремонтных работ кровли здания больницы, которые уже практически завершены. Также осмотрел новое оборудование, купленное за счет правительства. Репортаж Алики Трапш.
Более 20 лет кровля республиканской детской больницы нуждалась в ремонте. Во время сильных дождей крыша протекала и заливала последний этаж здания. И уже оттуда вода просачивалась по стенам на нижние этажи. Дело доходило и до порчи медицинского оборудования. Но вот благодаря помощи Минздрава и руководства страны проблема наконец устранена. Полностью заменили кровлю здания и установили окна. Сумма ремонтных работ составила 4,5 миллиона рублей. Крыша сама тоже после урагана, вот если помните большого урагана, там крышу снесло, там некоторые было принято решение целиком, потому что вот это все было гнилое здесь, это все было поменено. Спасибо компании Апснергылара за оперативную работу в сложных условиях. Действительно, здесь и архитектурно были проекционные такие сложности, но компания сделала все. Эдуард Будба осмотрел и операционный блок республиканской детской больницы. Для этого отделения был закуплен большой хирургический набор, коагулятор последнего поколения и новые операционные лампы. Сумма затрат на оборудование составила 1 миллион 100 тысяч рублей. У нас старые лампы висели, которые не соответствовали современным стандартам. Естественно, с этими лампами намного гораздо легче работать. Стерильная ручка – это когда хирург, он же стерильный, он может сам поправлять во время операции, направлять лампу, как ему удобно. Это очень помогает, потому что не надо никого просить. Обычно анестезиологов просят, но сейчас сам хирург, как ему удобно, может настроить лампу. На сегодняшний день в детской больнице есть большие сложности с лабораторной диагностикой. Все оборудование устаревшее и требует замены. К нему невозможно приобрести реактивы из-за санкций, и впоследствии мы не можем работать. Работаем советским образцом, который у нас на данный момент есть. Все делается для того, чтобы сегодня в республиканской детской больнице оборудование было современным. Мы начали с операционного блока, мы говорили и о лабораторной диагностике. Сейчас уже есть понимание, определенное финансирование уже запроектировано. Есть сложности с логистикой, потому что на сегодняшний день определенные есть реалии мировые по доставке оборудования и так далее. Этим вопросом мы плотно занимаемся. Через какое-то время, не буду называть, но мы постараемся привести все те параметры, которые вы здесь заказывали. Необходимо это биохимический анализатор, и про микроскоп, и про все, которые необходимы для того, чтобы наши детишки получали достойные, современные, качественные анализы. При поддержке правительства для республиканской детской больницы был приобретен и стабилизатор напряжения, стоимость которого составила более 700 тысяч рублей. В эти дни в Абхазии находится травматолог-ортопед из Еревана Авсеп Даниелян. Он проводит обследование и операции детям с проблемами опорно-двигательной системы. Министр здравоохранения Эдуард Будба поблагодарил Авсепа Даниеляна за взаимодействие и помощь, которую он оказывает детям уже не первый год. Слягки возьму, отвезу туда, они приготовят, отправят в Сочи, оттуда. Хочу сказать спасибо за ваш труд. Вам спасибо за Стольких наших детишек вы соперировали и всегда стоите рядом. В сложных случаях консультируете. Еще раз огромное спасибо. Мне очень приятно работать с этим коллективом и коллективом фонда Ашан. Да, я знаю. Мы все вместе делаем одно доброе дело, помогаем нашим детишкам, взрослым, неважно. Хорошо. Посмотрели, около 50 больных. 3 операции у нас намечается. Ну, дальше посмотрим, как Хорошо. будет. Несмотря на все имеющиеся трудности, республиканская детская больница продолжает свою работу. И в пик пандемии коронавирусной инфекции врачи медучреждений работали в авральном режиме. Не так давно, учитывая, что спад заболеваемости в республике присутствует, отделение было закрыто. Детская красная зона, бывшее отделение физиотерапии, сегодня оно опять вернулось в прежнее русло и работает в штатном режиме. Также на территории, вы знаете, этой республиканской больницы будет в будущем построена детская больница. Работы в этом направлении ведутся. Эдуард Будба особо подчеркнул, что несмотря на то, что основные силы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, руководство республики не забывает о проблемах в здравоохранении. Расходные материалы вместе с оборудованием были приобретены и для других медучреждений республики. Алика Трапш, Давид Хашик, Абхазское телевидение.
Ушел из жизни наш коллега Тимур Кучубери. Оператор, режиссер абхазского телевидения Тимур Кучубери работал на телевидении со дня его основания. Он автор документальных фильмов о первом президенте Абхазии Владиславе Арзымба, соавтор проекта «Харахаруа Рейхаба». Во время Отечественной войны народа Абхазии Тимур был в гуще событий. Благодаря его работе у абхазского телевидения есть бесценный архивный материал, рассказывающий о том, что происходило в те годы на передовой. Талантливый человек, большой профессионал Тимур Кучубери посвятил жизнь любимому делу. Как говорят его коллеги и друзья, его стиль был узнаваемый, его работы можно увидеть на уличных баннерах, в интернете. И многие даже не знают, что именно это его авторство. Пункт скорой медицинской помощи в новом районе столицы возобновил свою работу 28 марта. К работе на подстанции приступила одна бригада скорой помощи. Она будет обслуживать новый район и близлежащие районы до железнодорожного вокзала. Пункт временно закрыт был в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией и режимом работы бригад врачей. Здесь был организован прием ПЦР-тестов на COVID-19. В связи со сложившейся ситуацией во время пандемии, учитывая, что часть коллектива болела, и учитывая, что необходимость была в таком густонаселенном районе, как новый район, организации заборов анализов на ПЦР, нами было принято решение временно перебазировать эту бригаду, которая обслуживала подстанцию, новый район и окружающие районы, приближенные к новому району, на основную станцию скорой помощи. Слава Богу, что пандемия уже на протяжении 3 недель мы наблюдаем спад, и мы возвращаем эту бригаду, значит, на место прежней дислокации, если можно так сказать. И с этого дня уже, значит, полноценно бригада скорой помощи работает на подстанции «Новый район». Мы обращались в мэрию и получили, значит, одобрение и помощь со стороны мэра. И вот здесь, в 2 комнатах, в которых мы располагаемся на подстанции, нам произвели внутренний косметический ремонт, за что огромная благодарность, спасибо от всего коллектива. То есть мы возвращаемся, можно сказать, в новые условия, где все по-новому, чисто и аккуратно. Простое собеседование, перешедшее в психологический триллер, постановка, в которой поднимаются актуальные вопросы. Как не потерять человечность на пути к цели? Где правда, а где ложь? В Русдраме 29, 30 и 31 марта очередная премьера. Спектакль «Метод» по мотивам знаменитой пьесы современного испанского драматурга Жарди Галсерана. На предпоказе пьесы побывала и наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Офис крупного холдинга. В одном помещении оказываются 4 человека, которые пришли на собеседование. Цель – получить должность коммерческого директора в престижной фирме. И здесь должен быть только один победитель. Но представителей компании все нет и нет. Таинственная дверь, из которой должен выйти работодатель, наглухо заперта. Вы будете проводить собеседование? Нет, мы тоже пришли на собеседование. Как, оба? Да. Мы тоже. И кто будет проводить собеседование? В итоге соперники вынуждены общаться не с работодателем, а друг с другом. И вдруг голос, который оповещает о том, что это необычное собеседование, иной метод приема на работу. И чтобы заполучить заветное место, нужно выполнять все задания, которые дает фирма. Первое задание. Один из вас – сотрудник нашего департамента по отбору персонала. У вас есть 10 минут на то, чтобы выяснить, кто из вас не является подлинным кандидатом. И тут начинается игра, в которую вовлечены и зрители. Ведь всем интересно разгадать эту головоломку. Из загадочной двери появляются все новые и новые задания. Кажется, одно абсурднее другого. Соперников заставляют рассказывать о своей личной жизни, верить в ложь, примерить на себя роли клоуна, епископа, политика и даже Тореро. Когда Тореро на арене молится его мать, молятся его дети, молится его жена. За кого они молятся? За Тореро! За Тореро!
Главные роли исполняют актеры Русдрама Эмиль Петров, Кирилл Шишкин, Рубен Допелян и Марина Сеченава. Кстати, ее героиня – единственная женщина, претендующая на должность коммерческого директора фирмы. Что первое понравилось в моем персонаже, в героине, это то, что ей нужны факты. То есть лишние там слова, какие-то лишние разговоры – это неинтересно. Факт – дело, факт – действие. То есть минимум слов, минимум жестов, сосредоточенность на теме, на вопросе и точность и факты в основном моего персонажа. На тонком нерве все. На тонком нерве весь спектакль и сами зрители. Где правда, а где ложь? Кто из этих 4 людей на самом деле проходит собеседование? Кто не выдержит и выйдет из игры? Этими вопросами задаются зрители на протяжении всей постановки. А сейчас вы можете лгать оба. И она тоже. А если она лжет, то лжешь и ты. Спектакль «Метод» поставлен по мотивам знаменитой пьесы современного испанского драматурга Жарди Гальсерана. Произведение пропитано юмором и сарказмом, но за веселыми сюжетными линиями скрывается глубокий смысл. На что способен человек ради достижения цели и готов ли он потерять человечность? Это очень актуальные темы о человеческом достоинстве, о праве выбора, да, о том все-таки, как важно сохранять человечность и не жертвовать ею для достижения карьерных или каких-либо других целей. Этот спектакль отличается тем, что, опять же, очень такой современный материал, в чем-то даже провокационный. Художник спектакля «Метод» Виталий Кацба, постановщик российский актер и режиссер Марк Вдовин. «Метод» – это его 4-я по счету работа. Марк Вдовин посмотрел немало спектаклей Русдрама и высоко оценил игру абхазских актеров. И я считаю, здесь очень интересная, очень сильная труппа. И я очень рад, что мне удалось поработать с этой труппой. Спектакль про то, как человек действительно готов поставить свою, не знаю, совесть, честь, не знаю, свою какую-то правду внутреннюю, человеческую, поставить на кон. А другой вопрос, сработает ли ставка? И вот тут не всегда, и вот тут рушатся судьбы. И поэтому мне хочется, чтобы зритель вот ушел, задумавшись о том, а действительно стоит ли это того? Или надо, наконец, вернуться и задуматься, какие-то другие ценности в жизни? Так чем же закончится спектакль? Кто получит место топ-менеджера в престижной фирме? И принесет ли это счастье победителю? Все ответы на премьерных показах спектакля 29, 30 и 31 марта. Гугу Савардани, Арина Агухова, Абхазское телевидение. За заслуги в области театрального искусства Абхазии актрисе, преподавателю актерского мастерства детской студии при Государственном русском театре драмы Анне Гюригян присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. В связи с критическим уровнем воды в Джварском водохранилище с 29 марта по 3 апреля в график подачи электроэнергии на подстанциях Синоп и Баслат вводятся следующие ограничения. С 13 часов до 15 часов дня и с часу ночи до 4 часов утра. На ПС Синоп утренние ограничения будут сняты. Также на ПС Баслат возможны отключения по перегрузу. В зависимости от ситуации возможны дополнительные изменения в графике, сообщает Черноморэнерго. 19 марта в городе Сочи прошел турнир по футболу «Кубок будущих легенд», в котором принимали участие 7 юношеских сборных. В их числе была и сборная Абхазии, в которую вошли Очимчирский Эрцах и 4 команды разных возрастов футбольного клуба «Динамо». Об успехах юных футболистов нашей страны в репортаже Адисы Сагария. Турнир «Кубок будущих легенд» проходил по круговой системе. Каждая команда сыграла 6 игр. По словам главного тренера «Динамо» Аслана Багателя, который также является полузащитником одноименного футбольного клуба, все игроки проявили себя достойно. За эти 2 года ездили на турниры тоже туда же, где и были сейчас. Но самый максимальный результат было 3-е место. А сейчас вот выиграли, добились цели уже окончательно. Самое главное, наверное, у меня есть любовь к детям. Остальное уже
Остальное уже поправляют, корректируют где-то старшие товарищи. А так вроде пока получается, не знаю. Не мне судить. По итогам группового турнира команды, занявшие первые и третьи места, образовали золотой плей-офф. А команды, занявшие четвертые и шестые места – серебряный плей-офф, где разыгрывались итоговые места турнира. По итогам турнира игроки «Динамо» 2011 года рождения заняли 4-е место, а 2014 года рождения – 3-е место. В финале встретились игроки команд Сухумского «Динамо» 2010 года рождения и Сочинский «Медик», где наша команда обыграла хозяев турнира со счетом 5-2 и стала досрочным чемпионом. Мы до турнира пытались потренироваться серьезно. Нас тренер занимал хорошо, отлично. И то, что он нам говорил, мы фактически на турнире пытались выполнить. Я хочу стать футболистом в будущем и быть похожим на Неймара. Мы до тренировки сделаем всякие упражнения, мне вот это больше нравится, потому что тогда все более-менее собранно играем по командам, и это интересно очень. Нужно отметить, что наша команда во всех 6 играх обыграла все команды с большим отрывом. Аслан Багателя был признан лучшим тренером турнира. Кроме того, лучшим вратарем был признан Дмитрий Аргун, защитником Охсид Гожба, полузащитником Владислав Лейба, нападающим Астан Какубава. Лучшим игроком команды признан Назар Смыр. А также лучшим игроком команды 2011 года рождения стал Сандро Ашуба. Турнир прошел отлично. Мы играли с командами «Знамя труда», «Толя» в футболе, «Медик», «Эрцах», «Трактор» и «Академия Зогнина». Всех выиграли. Запомнилась матч с Эрцахом, когда я поймался штрафного, и когда матч против Толя в футболе, когда я забил с ворот до ворот. Престижный юношеский турнир позади, но футболисты «Динамо» каждый день 17 часов тренируются на столичном городском стадионе. 2 командами мы заявляемся в первенство Абхазии, да, по 10 и по 11 году рождения. И в дальнейшем тоже планируются какие-то турниры, пока еще не знаю конкретно там какой город и какой турнир, но в планах поехать и играть в футбол дальше тоже. Игроки готовятся к весеннему турниру по первенству Абхазии, который пройдет уже в апреле месяце. Адица Сагария, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 30 марта на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Местами к концу дня возможен слабый дождь, туман. Температура воздуха ночью 1,6, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 8 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.